Центр ремонта «Раликс Кар» качественно проведет комплексную диагностику, ремонт и регулировку, развал схождения вашего автомобиля. Работает подбор и продажа запчастей. «Раликс Кар». Мы создаем автокомфорт. Кичилуола 3, дробь 1. Превосходный выбор композиции из цветов для любого повода, гелевые шары, цветы в коробках и другие товары для праздника вы найдете в студии цветов и подарков «Прованс». Новый магазин «Замок» на Аюна-Курседи 103. Защити свой дом и все, что в нем. Здесь вы найдете замок к любой двери. Замки. Аюна-Курседи 103. Лишили прав? Звони. Автоюрист 923 263 33 33. Здравствуйте, это программа «Патруль» и я, ее ведущая Анастасия Маслова. Жвачка с риском для жизни, преступление с 20-летним сроком давности, беспечная жизнь, но без детей, запрещенный груз и интернет-обзор в нашем выпуске сегодня. Не будем оттягивать подробностями, начнем. Жвачка с риском для жизни. Серия упаковок жевательной резинки от известного производителя с надписью «Правда или действие» вызвала шквал комментариев по всей стране, а также настоящее недоумение покупателей. На жевательной резинке напечатаны весьма сомнительного толка задания. Например, забраться на самое высокое здание и сделать селфи, или, что еще более странно, вопрос: что бы ты сделал, если бы это был последний день в твоей жизни? Цель заданий непонятна. Партия жвачки с сомнительными надписями прибыла и в Туву. Об этом в региональном управлении Роспотребнадзора сообщила одна из предпринимательниц Кызыла. В управление Роспотребнадзора по Республике Тыва обратилась гражданка, осуществляющая предпринимательскую деятельность в нашем городе, с заявлением о том, что заказывала определенную продукцию жевательных резинок. Однако поставщик ей предоставил продукцию, на обертках которых имеется информация, призывающий детей к совершению определенных неординарных действий и поступков. Жевательной резинкой с надписями на упаковке заинтересовались и в правоохранительных органах. Совместно с надзорными органами они организовали рейды по торговым точкам Кызыла, чтобы найти и изъять подозрительную партию. По словам продавцов, во многих торговых точках города данные жевательной резинки уже убрали с прилавков. Однако на то, что за товар пришел, некоторые не обратили внимания. Сама жвачку тоже не жую и внимания не обращала, даже вот что надпись там есть. В ходе рейдов была выявлена одна торговая точка, где продавали жевательную резинку, текст на обертках которой расценили как призывы к членовредительству. В ходе проверок выявлен один киоск, который торговал такими жвачками, в связи с чем обращаемся к жителям, особенно к родителям, быть бдительными, а к лицам, которые занимаются предпринимательской деятельностью, убрать с продаж данные жвачек. Рейдовые мероприятия на этом не заканчиваются. При выявлении жевательной резинки «Правда или действие» управление Роспотребнадзора будет изымать ее с продажи, а материалы дела будут направлены в управление ведомства в Санкт-Петербурге, где и находится официальный офис производителя жевательной резинки. Двое мужчин в Туве предстанут перед судом за убийство, совершенное ими более 20 лет назад. В 1994 году в Енисее, в 300 метрах от буддийского храма в черте Кызыла, обнаружили тело 23-летнего молодого человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Одного из подозреваемых в преступлении установили практически сразу, однако задержать его тогда не удалось. Мужчина был объявлен в розыск. Следствие не прекращалось. Установить местонахождение подозреваемого удалось лишь в сентябре прошлого года. Его задержали в республике Башкортостан. Там он, как выяснилось, проживал с 1996 года. Кроме того, следователи установили и второго подозреваемого. В 1999 году его осудили на 25 лет за совершение ряда других особо тяжких преступлений, в том числе и за убийство. Спустя больше 20 лет следователи смогли восстановить хронологию событий. В ходе распития спиртного между 23-летним потерпевшим и 25-летним обвиняемым возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместными действиями нанесли многочисленные удары кулаками, ногами, также металлической ножкой от стула по голове и телу потерпевшего. После этого обвиняемые, погрузив потерпевшего в автомобиль марки ВАЗ-2101 привезли на берег реки Енисей, где целью доведения преступного умысла на убийство до конца, обмотав шарфом его шею, одновременно душили. Совместными действиями обвиняемых потерпевшему причинены несовместимые с жизнью телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Затем обвиняемые, сбросив тело потерпевшего в реку, скрылись с места совершения преступления. Уголовное дело направлено в суд.
Автобус, следовавший по маршруту Кызыл-Красноярск, остановили на посту ДПС Ойский. В ходе осмотра салона один из пассажиров повел себя крайне странно, чем вызвал подозрение у дорожных полицейских. Его поведение стало понятным после того, как стражи порядка обнаружили, что перевозит мужчина в подлокотнике посадочного места. Промеж сиденья под подлокотником, сиденье номер 1718, обнаружен брикет с веществом. Мужчина попытался скрыться, но попытка к бегству не увенчалась успехом. Экспертиза показала, что пассажир автобуса Кызыл-Красноярск перевозил более 300 граммов гашиша. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. О других происшествиях, случившихся за пределами Тувы, которые не остались без внимания пользователей всемирной паутины, расскажу далее. Интернет-обзор. Смотрим. «Искрометная газель» – так назвали видео очевидцы ДТП, которое произошло в Новосибирске. Авторы публикации рассказали подробности случившегося. На перекрестке водитель «Газели» на большой скорости хотел проскочить перед трамваем, но не успел. Чтобы не столкнуться с железной махиной, он свернул на трамвайные пути и налетел на опору контактных проводов. В результате столкновения грузовичок загорелся. К счастью, водитель успел выбежать. Мужчина пытался сначала сам потушить возгорание, опасаясь, что машина вообще может взорваться. Быстро подоспели и пожарные. Они-то ликвидировали пожар в автомобиле. В центре Омска с крыши на прохожих сошла огромная масса снега. Все произошло на тротуаре. В последний момент люди услышали шум падающей снежной лавины и бросились бежать. Но спастись удалось не всем. 2 человек накрыло снегом так, что даже сбило с ног. Надеемся, что серьезных травм люди не получили. И забавное видео из Екатеринбурга. Там сыграли в керлинг автомобилями АК. Вам не послышалось. Похоже, что отечественный хэтчбэк все реже и реже воспринимается как транспортное средство. Как известно, в процессе игры в керлинг участники пускают по льду гранитные снаряды, так называемые камни. Так вот, вместо этих камней в столице Урала использовали машины, из которых вытащили силовые агрегаты. Сообщается, что в соревнованиях приняли участие 4 команды, а поглазеть на необычное мероприятие пришли около 1000 человек. Если вы стали свидетелем чего-то интересного, делитесь информацией в нашей группе ВКонтакте «Тува в объективе». Как исполняют родительские обязанности семьи в Лукхемском районе, выясняли инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские с проверками нагрянули сразу к нескольким семьям, которые ведут асоциальный образ жизни. И надо сказать, что не везде рейды закончились одними лишь проверками. К этим семьям инспекторы по делам несовершеннолетних приходят не первый раз. Разгульный образ жизни, который вели родители, довел до того, что жить вместе с родными людьми для их детей стало невозможным. На трассе голосовали, когда сюда собирались ехать-то. Тогда забрали. Пьяная, но немножко выпившая была. Разлука с детьми все же заставила некоторых родителей взяться за ум и начать исправлять ситуацию. В доме стало чисто, дети ухожены и сыты. Но так не у всех. В некоторых домах инспекторы увидели совершенно иную картину. А в настоящее время проживаете здесь, да? В доме у свекрови, да? А муж где ваш? В течение 2 дней вас не было. Где вы находились? 10 числа вы вышли из дома, оставив ребенка. Да? Где вы находились? Вы употребляли спиртное сегодня? История этой женщины полицейских не убедила. Факты говорят сами за себя. Оставлять малыша с мамой было просто опасно. Ребенок 6 месяцев. Мы его изъяли и поместили в детское отделение. Причина изъятия из-за того, что женщина в течение 2 суток злоупотребляла алкогольными напитками, оставила ребенка у знакомых, те, которые тоже в течение 2 суток употребляли алкогольные напитки у себя дома, вследствие чего ребенок остался без надлежащего присмотра. В отношении матери полицейские составили протокол о неисполнении своих родительских обязанностей. Дальнейшую судьбу будет решать комиссия по делам несовершеннолетних. И в заключение выпуска официальная сводка ГИБДД. С 21 по 27 марта в республике не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. За неделю в Туве инспекторы задержали 63 водителя в состоянии алкогольного опьянения, из них 2 автоледи. 7 автолюбителей будут привлечены к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На этом
выпуск подошел к концу. Ищите программу «Патруль» в интернете на нашем YouTube-канале Тувинская единая служба информации. А если же стали очевидцем какого-либо происшествия, звоните к нам в редакцию или присылайте свои материалы по электронной почте. Увидимся в программе «Патруль» ровно через неделю в назначенное время. До встречи!